Здравствуйте! Эфир телеканала «Салям» продолжает новости ишимбайского телевидения. С последними событиями вас познакомлю я, Алена Чернова. Никто не забыт. В Ишимбае состоялся митинг в память о ветеранах боевых действий. Праздник плуга в столице России. Ишимбайский район представил Башкирию на Большом московском Сабантуе. 90-летию башкирской нефти посвящается. В Ишимбае идет масштабная реконструкция мемориального комплекса «Вышка-бабушка». 1 июля в стране отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий. Дата касается всех, кто воевал за Россию в войнах и вооруженных конфликтах. С каждым годом этот день становится все более известным в нашей стране. Подробности далее. Ветераны боевых действий – это люди, которые выполняли свой воинский долг в условиях с риском для жизни. Многие из них имеют государственные боевые награды. Международные успехи нашей страны, в том числе, завоеваны и этими людьми. Пройдя через горнило войны, многие из вас вернулись живыми, за что мы благодарны. Но, увы, не всем удалось вернуться. И сегодня мы почитаем память также тех ребят, кто остался на поле боя. Местом встречи послужил сквер на площади Ленина. Здесь расположен мемориальный комплекс ишимбайцам, погибшим при исполнении служебного долга. Памятное мероприятие начинается с возложения цветов гранитным плитам, на которых выбиты десятки фамилий. Минутой молчания участники митинга почтили память погибших воинов. В этот день принято выражать глубокое уважение всем участникам боевых действий – солдатам, сержантам, офицерам, тем, кто проявлял отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм. Но он как-то и не праздничный, и не скорбный, но благодаря правительству нашей республики он утвержден, хотя в многих регионах Российской Федерации он еще не утвержден как праздник. И хочется поблагодарить администрацию города и комитет по культуре и КДМ за поддержку и постоянную помощь в проведении этих мероприятий. Поздравляю всех причастных с Днем боевых действий, всех тех, кто прошел Афганистан, Кавказ, Сирию, всех тех, кто принял участие в боевых действиях. Военный всегда остается военным, и спустя годы они не забывают о моментах своей службы. Александр Вершинин – сержант автомобильных войск в запасе, а сейчас работает преподавателем ОБЖ гимназии номер 1. Он внес большой вклад в развитие юноармейского движения и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Вот как наш председатель Илдус Габдулхач сказал, что мы встречались только на дне скорби вывода советских войск с Афганистана, день скорби чеченцев 30 ноября. А теперь у нас как бы появился свой общий праздник всех воинов, День ветеранов боевых действий. Это очень приятно. 1 июля – День памяти всех, кто воевал за Россию, выполняя свой долг по защите Родины. Эта дата будет подчеркивать важность ветеранского движения в нашем обществе. Камила Абубакирова, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. В Ишимбае подходит к концу весенний призыв в армию. Напомню, он заканчивается 15 июля. Всего за это время из военкомата Ишимбайского района на службу отправились более сотни молодых людей. На очередной торжественной отправке в армию побывала моя коллега Анастасия Кара. Служба в армии – важное событие в жизни каждого мужчины. На минувшей неделе в Ишимбайском районе у военкомата прошли торжественные проводы 10 призывников. Проводы прошли по всем традициям – с песнями, подбрасыванием новобранцев в воздух и со слезами родителей, девушек и родных. Своими эмоциями с нами поделились будущие солдаты. Эмоций никаких еще не понял, чувства непонятные. Желаю с этого года получить военник, стать мужчиной. Желаю вообще нам всем легкой нам службы, легкого, быстрого времяпровождения. На самом деле буря эмоций, но я не понимаю, каких. Где именно будут служить ребята, выяснится на республиканском сборном пункте военного комиссариата. Именно там парней распределят по родам войск. Всего за период весеннего призыва с Ишимбайского района на службу ушло уже более 100 молодых парней. Сегодня мы осуществили
уже практически последнюю отправку команды призывников на пункт сборный. Ишимбайский район уже практически выполнил задание по поставке людей в вооруженные силы. С напутственным словом к призывникам обратились и представители духовенства. Будущим новобранцам пожелали успешной службы, следить за своим физическим здоровьем, честно выполнить долг перед Родиной и, самое главное, вернуться домой, где их ждут родные и близкие. Год службы в армии пролетит быстро, но запомнится на всю жизнь. Анастасия Кара, Владислав Сорокин, Ишимбайское телевидение. Минувшую субботу в Московском музее-заповеднике Коломенское прошел Сабантуй-2022. Знакомиться с культурой башкир и татар, посмотреть на их быт, продегустировать национальные угощения собралось порядка 400 тысяч человек. Башкортостан на мероприятии представили 2 района, в том числе и Ишимбайский. О том, чем и как Ишимбай удивлял москвичей и гостей города, в нашем следующем сюжете. 2 июля. Москва, парк Коломенское. После 2-летнего пандемийного перерыва в столицу страны вернулся Сабантуй. Гостеприимный, щедрый, яркий, масштабный фольклорный праздник любим всеми национальностями и возрастами. Башкортостан на Сабантуе-2022 представили 2 района – Ишимбайский и Кармаскалинский. Вас приветствует гостеприимная республика Башкортостан. Знак любви и уважения. Отведайте наши национальные угощения! По традиции башкиры встречают гостей кумысом и чак-чаком. Самые лучшие угощения можно увидеть, попробовать на вкус и даже подсмотреть у хозяек рецепты. Такая возможность представилась каждому гостю праздника на площадке этнической деревни «Башкирский национальный колорит». Здесь были выставлены десятки юрт, украшенные традиционными предметами обихода. Участникам праздника рассказали о секретах создания башкирских украшений, о бортничестве и удивительном музыкальном инструменте курае. А на спортивной площадке было и азартно, и весело. Так, на счет 3. 1, 2, 3. Дай хоть шанс. Дай хоть шанс. Давай, тянем. Давай. Все. На площадке Ишимбайского района почетных гостей встречал лично глава муниципалитета Азат Ишимгулов. Кроме 13-метровой юрты и фольклорной программы, ишимбайцы представили экспозицию, посвященную 90-летию башкирской нефти. Этот важный день организаторы ждали не меньше гостей. Тут мы видим и русское зодчество, и культуру татарского народа, башкирского народа. Это действительно большой праздник и очень ответственный. Москва принимает Сабантуй более 2 десятков лет. За это время праздник стал одним из самых массовых. В этом году, по оценкам организаторов, его посетили почти 400 тысяч человек. Все хорошо, все отлично, все такие доброжелательные, милые. Здесь представлено очень много национальностей. Очень приятно, что все охвачены. Национальности, доброжелательная солнечная погода способствует этому. Вот. Сейчас пойдем дальше знакомиться. Экспонатов много, все интересно. Все красиво. Очень много татар, соплеменников. Так не увидишь в городе, когда ходишь. Хотя их очень много. Кроме коренных жителей и гостей столицы, каждый год гостями Сабантуя становятся уроженцы Башкирии, которые обосновались в Москве. Этот день невозможно пропустить, даже если это единственный выходной или далеко ехать, говорят наши земляки. Я русский, Минигуль, она башкирка, да. Но она меня привлекла на этот праздник. Ну да, это соединение народов, образно говоря. И я сначала так стал под сомнение, надо ехать, не надо ехать, тем более суббота, единственный выходной, образно говоря. И я поехал, я не пожалел. Прям... Очень нравится, позитивная атмосфера. Это вот единственный праздник, общенациональный праздник. Мы проживаем 4 года в Москве, Москву полюбили, но все же не забываем свой родной Башкортостан. Очень нравится, организация превосходная, очень этнический, красивый. Нашу культуру должны знать в России. Здесь ты чувствуешь себя как дома, признаются все гости праздника. В этом притягательность Сабантуя и, собственно, главная цель – укрепление межнациональных связей, добрососедских отношений, сохранение и развитие языка и культуры различных народностей. Смотрите, сколько представителей различных национальностей здесь. Здесь целая улица добрых соседей, вы видели с табличками. Вот. И это праздник не татаро-башкирский, это праздник многонациональный, это праздник всей нашей страны. Алена Чернова, Ильназ Беккузин, Ишимбайское телевидение, Москва. В Ишимбае началась реконструкция мемориального комплекса «Вышка-бабушка». Ремонт проводится в рамках памятной даты 90-летия башкирской нефти. Кроме того, в этом году сооружение отмечает 55-летие со дня основания. Столь масштабное преображение здесь проводится впервые. На место строительных работ выехала наша съемочная бригада. Визитная карточка города Ишимбай.
Вышка-бабушка, с которой началась промышленная добыча башкирской нефти и так называемый Второй Баку. Это та самая 702-я скважина, послужившая появлению не только Ишимбая, но и нефтяного региона. В апреле 2022 года начались работы по реконструкции мемориального комплекса в сквере нефтяников. Здесь запланировано много работ по благоустройству территории. Здесь планируется полностью новая аллея, полностью памятные знаки, полностью пергола, сцены, полностью реконструкция. На сегодняшний день уже выполнены работы по подземной коммуникации, проведена электрика, подготовлены фундаменты под сцену и деревянные навесы. Совсем скоро начнется озеленение и отделочные работы, а именно укладка брусчатки, асфальтирование, открытие новой парковки и возведение сцены. По словам строителей, работы будут завершены в первых числах сентября. Анастасия Кара, Загир Хасанов, Ишимбайское телевидение. В Ишимбайском районе состоялся зональный семинар по вопросам безопасности труда в сельских хозяйствах. В селе Салихово собралась сельскохозяйственная техника из деревень юга Башкирии. Комбайнерам предстояло пройти техосмотр зерноуборочной техники и вспомнить обо всех правилах безопасности. Продолжение темы в следующем материале. В селе Салихово прошло мероприятие по проверке работы зерновых комбайнов. Ежегодно перед началом уборочных работ рассматриваются вопросы безопасной эксплуатации техники, которые складываются из 3 этапов: квалификация механизатора, техническое состояние комбайна и соответствие регистрационных документов. У нас по зональному принципу мы проводим ежегодно такие мероприятия. Перед началом соответствующего вида полевых работ рассматриваем вопросы безопасной эксплуатации. Семинар подготовлен и представлен 20 зерноуборочных комбайнов. На мероприятии была представлена лишь часть техники, которая имеется в Ишимбайском районе. На их примере показали порядок подготовки комбайнов к сезонным работам, возможные неисправности в ходе эксплуатации. Самое главное, на что обратили внимание, это предотвращение потерь зерна при выполнении уборочных работ. Важность – это основная, конечно, проверка комбайнов. Сегодня был теоретическая часть была, где было рассказано специалистам Министерства сельского хозяйства, Гостехнадзора, какие у нас мероприятия проходят, что надо делать. Это основное, конечно же, подготовка техники. Подобные мероприятия проводятся каждый год. Насколько хорошо готовы к осенне-полевым работам аграрии района, покажут техосмотры, которые пройдут во всех сельхозпредприятиях. Анастасия Кара, Владислав Сорокин, Ишимбайское телевидение. Ишимбайское телевидение запустило конкурс по благоустройству территории. Любите сажать цветы у подъезда вашего дома или, возможно, украшением придомовой территории занимается ваш сосед? Мы приглашаем к участию всех неравнодушных жителей, которые хотят улучшить свои дворы и город. Оформление участка должно представлять собой целостную картину. Допускается украшение имеющихся построек, изготовление новых. Приветствуется наличие на участке интересных подделок, цветников, нового оборудования и архитектурных форм. До 22 июля необходимо прислать свои работы в фото или видеоформате на WhatsApp 8 987 091 89 03. Победители конкурса будут определены путем голосования в нашей группе ВКонтакте. Лучшие работы попадут на экран, а победители получат ценные призы. На сегодня это все. Я напоминаю вам, что еще больше новостей можно найти на YouTube-канале Ишимбайского телевидения, а также в Telegram и ВКонтакте. Оставайтесь с нами, ловите новости первыми. Свадебные букеты, стильные корзины и коробки, а еще большой выбор мягких игрушек и гелиевых шаров – все это готов предложить магазин «Бульвар в цветах». Осуществляем доставку по городу и району. Наш адрес в городе Ишимбая, улица Бульварная, 36А, номер телефона 8 917 371 73 55.